В эфире телеканала «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии Алексей Соколов и Юлия Великодная. Смотрите в программе. Дело о взятках депутатов Илтумен направлено в суд. В ходе следствия всплыли еще преступные эпизоды. Что будет с землями для многодетных семей? Вопрос обсуждали сегодня на заседании Кабинета министров. Временно приостановить выплаты по ипотеке тем, кто остался без работы. С такой инициативой выступил Центробанк России. В Ленске орудуют черные лесорубы. Факт проверяют правоохранительные органы. В Мирном перенесут парк «Живые алмазы Якутии». На территории обнаружены залежи нефти. В Госдуме прошел спецпоказ документального фильма «Страсти по мамонту». В Якутии завершено уголовное дело по обвинению двух бывших депутатов Госсобрания Илтумен – Александра Уварова и Дмитрия Савина. Напомним, народных избранников обвиняют во взятке и хищении чужого имущества путем обмана. По версии следствия, обвиняемые, используя служебные полномочия, получили у генерального директора одного из акционерных обществ взятку в виде денег на общую сумму 900 тысяч рублей. Денежные средства были получены за содействие в принятии закона о внесении поправок в закон Республики Саха-Якутия в части дополнительного бюджетного ассигнования по вопросу искусственного осеменения крупного рогатого скота. Кроме того, Уваров обвиняется в том, что в период 2 лет, выезжая в командировки, получал в бухгалтерии в качестве аванса денежные средства на проживание, но при этом он приобретал заведомо подложные документы, якобы подтверждавшие его проживание в гостиницах Сунтарского района. На самом деле депутат жил у родственников, а подложные чеки и квитанции систематически предоставлял в бухгалтерию Илтумен. Тем самым путем обмана похищал бюджетные средства на общую сумму 159 тысяч рублей. Обвиняемые не признали вину, уголовное дело направлено в суд. Нужно рассмотреть вопросы компенсации денежных средств за добровольную сдачу огнестрельного оружия. Об этом сегодня сообщил замначальника полиции по общественному порядку Олег Лебедь во время выступления на заседании Координационного совета по обеспечению правопорядка в Якутии. По данным МВД, по программе по изъятию незаконно хранящегося оружия у населения на добровольной основе было сдано 516 единиц оружия и 31 тысяча патронов. Всего на реализацию данной программы было в этом году выделено 5,5 миллионов рублей. Также участники совещания обсудили вопросы развития Института народных дружин. Работы по подготовке пускового комплекса «Тамут» Нижний Бестях на завершающей стадии. Построено 439 километров железнодорожного полотна. На сегодняшний день станция Нижний Бестях работает в тестовом режиме. Как она справляется с нагрузками и когда будет введена в полную эксплуатацию, расскажет наш корреспондент Юрий Осипов. Вероника – дежурная по станции. От нее зависит все движение. Работает на железных дорогах уже 8 лет. Когда только начинала, все работы по подготовке выполнялись вручную. Это отнимало много времени. Сегодня все иначе. Стрелки были тогда ручные. Это надо было идти до стрелки километр-полтора, переводить, обратно приходить и открывать. А сейчас все намного проще, потому что микропроцессорная централизация позволяет приготовить маршрут с автоматизированного рабочего места. Раньше подготовка маршрута у нас занимала полчаса, а сейчас минута, меньше даже. Автоматическую работу станции обеспечивает микропроцессорная система, которая позволяет управлять станцией с одного пульта. Это помещение – мозг станции Нижний Бестях. Здесь находится оборудование, с помощью которого и управляется вся станция. В 2014 году был подключен первый парк станции, а сегодня идет подключение второго парка. На сегодняшний день также ведутся работы по обустройству железнодорожных переездов. На станции Нижний Бестях железнодорожный вокзал достроен и отремонтирован полностью. Ведутся строительные работы по остальным технологическим зданиям. Значит, мы построили всю инфраструктуру линейных раздельных пунктов. Это электроснабжение, это служебно-технические здания и другие обустройства. Ну и кроме этого, значит, на стадии завершения находятся такие объекты, как железнодорожная автоматика и технологическая связь. Значит, эти объекты позволяют обеспечить безопасность движения поездов.
В текущем году станция Нижний Бестях работала в тестовом режиме. За 11 месяцев перевезено порядка 600 тысяч тонн грузов. Предполагаемые сроки полного введения станции в эксплуатацию – первый квартал 2019 года. Ожидается рост перевозимых грузов до 1,5–2 миллионов тонн. По завершению, значит, навигационного периода на станции парк вагонов составил 0, то бишь все клиенты, которые хотели в этот период груз перевезти через реку Лену, все грузы были доставлены. Регулярные пассажирские перевозки на станции начнутся осенью 2019 года, когда российские железные дороги примут проделанную работу и установят тарифы на перевозки. Юрий Осипов, Владимир Павлов, Якутск. Айсен Николаев проводит в Японии ряд стратегических переговоров. Накануне глава Якутии на встрече с вице-президентом Мицуи обсудили вопросы реализации инфраструктурных проектов Якутии, в том числе строительство моста через Лену и дальнейшую установку ветряных конструкций в арктических районах республики. На переговорах с исполнительным директором корпорации Марубени речь шла о возможности оснащения медицинским оборудованием строящихся крупных объектов здравоохранения в Якутии, а также реализации проектов в области производства моторного топлива на территории нашей Якутии. Со следующего года семьи будут получать единовременную денежную выплату за рождение первого, второго и третьего ребенка. Об этом говорили на встрече с премьером республики Владимиром Солодовым, курирующие Министерство поддержки многодетных семей в регионе. Сегодня в республике проживают более 26 тысяч многодетных семей, которые имеют 3 и более ребенка. В наступающем году меры по поддержке таких семей будут увеличены. Планируется, что в 2019 году будет предоставляться единовременная денежная выплата при рождении первого ребенка. Размер на сегодня обсуждается. Предоставление единовременной денежной выплаты в размере 30% размера семейного материнского капитала при рождении второго ребенка. При этом порядок расходования будет аналогичен порядку по семейному материнскому капиталу. И далее предоставление ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка и последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет. У нас на сегодня проект закона готов. Мы фактически на низком старте. Кроме того, на совещании обсудили вопросы создания инфраструктуры на участках многодетных семей, на что направят 400 миллионов рублей. В первую очередь деньги направят на обустройство дорог и электрификацию. На данный момент многодетные семьи оформили более 6 тысяч земельных участков, но, как отметил министр строительства Павел Аргунов, процент освоения этих земель очень низкий. Всего же для полного оснащения земель инфраструктурой необходимо более 7 миллиардов рублей. Ну и сейчас новость для тех, кто обременен ипотекой. Банк России предлагает закрепить право гражданина временно приостановить выплаты по ипотеке. Например, в случае потери работы, сообщил первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов. Выступая в Совете Федерации, он сообщил, что по статистике граждане в возрасте до 30-35 лет стали чаще менять место работы в силу семейных обстоятельств. Причем смена работы не всегда связана с желанием самого работника. А если человек взял ипотеку, как правило, он ограничен в своих запасах денежных средств, отметил Швецов. Поэтому надо включать возможность временно не платить взносы по ипотеке при возникновении такого рода обстоятельств. Вообще объем ипотечного кредитования в Якутии вырос в 1,5 раза. За 10 месяцев этого года жители Якутии заключили почти 11 тысяч договоров на сумму 28,5 миллиардов рублей. На республику приходится 23,9% всех выданных в регионах Дальнего Востока ипотечных кредитов. При этом с начала года задолженность по займам увеличилась на 19%. С 3 по 9 декабря по всей стране проводится всероссийская образовательная акция «Урок цифры». Республиканская коррекционная школа-интернат города Якутска не осталась в стороне. О том, как у них прошел урок, расскажет Анастасия Данилова. К этой акции ученики коррекционной школы начали готовиться заблаговременно. Они организовали выставку рисунков «Я и мир цифры», участие в которой приняли начальные классы. Дети же постарше продемонстрировали инновационные технологии. В рамках этого урока идет презентация 3D-принтера. Дело в том, что ровно неделю назад у нас стартовал такой проект.
И наши старшеклассники довольно уже успешно выдали нам сегодня новую продукцию, продемонстрировали сегодня нам, как вообще этот принтер работает. Два юных программиста Сафрон и Анатолий изучили все возможности 3D-принтера. Мальчишки едва ли мгновенно поняли, 3D-принтер – это отличная форма для зарабатывания денег. Теперь они не просто программисты практики. Ребята решили, что в тандеме из них получится отличные предприниматели. Недавно у нас стартовал наш бизнес-проект вместе с Анатолием Винокуровым. Это мастер, да, он на год младше меня. И мы открыли бизнес по 3D-принтингу. Мы делаем всякие модельки. И, допустим, можем всякие любые модельки сделать. Допустим, это новогодние, да, игрушки, нужные подставки для телефонов, например. Ну и в дальнейшем, надеюсь, что у нас все будет хорошо получаться. Мы будем дальше модернизироваться. Ну и вот. Также все школьники в игровой форме познакомились с основами программирования и погрузились в увлекательный мир цифровых технологий. Анастасия Данилова, Семен Семенов, Якутск. Последняя декабрьская неделя в этом году станет 6-дневной и продлится с 24 по 29 декабря. Потом россиян ожидают 10-дневные новогодние каникулы с 30 декабря по 8 января. Соответственно, первый рабочий день в новом году будет 9 января. Кроме того, в 2019 году перенесли выходные дни с субботы 5 января на четверг 2 мая и с воскресенья 6 января на пятницу 3 мая. Сейчас небольшой... Ну, сейчас небольшой блок рекламы и смотрите далее на телеканале Якутия-24. В Ленске орудуют черные лесорубы. Факт проверяют правоохранительные органы. В Мирном перенесут парк «Живые алмазы Якутии». На территории обнаружены залежи нефти. В Госдуме прошел спецпоказ документального фильма «Страсти по мамонту». В эфире телеканала Якутия-24 мы продолжаем наш выпуск. Черные лесорубы орудуют в Ленске. На 15-м километре дороги Ленск-Пеледуй в ходе плановой прокурорской проверки совместно с сотрудниками лесничества и следователем Следственного отдела УВД России по Ленскому району был установлен факт незаконной вырубки леса в 144-м квартале. Пострадало 15 деревьев, 13 из них породы лиственница и 2 дерева породы сосна. Такой объем вырубленного леса относится к крупному размеру. Минимальный срок наказания – штраф в размере от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 3 до 4 лет. Максимальное лишение свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере от 150 до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы осужденного за период от 18 месяцев до 2 лет. Подозреваемый установлен. 30 ноября 2018 года было возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки лесных насаждений на 15-м километре автодороги Пеледуйской трассы. Ущерб составляет 90 306 рублей. 5 декабря отмечается Всемирный день почв. Эта дата считается днем рождения науки и почвоведения. На севере плодородность земли повышается комплексом методов. Наступление зимы отнюдь не означает отсутствие забот. Малое количество снега является для почвы определенной угрозой. О хлопотах и тревогах алданских фермеров расскажет Татьяна Вахнина. Сельскохозяйственный сезон давно завершился, однако огородники тревожатся. Зима в Южной Якутии выдалась малоснежной и морозной. Если низкие температуры не являют особой угрозы для почвы, то от толщины снежного покрова будет зависеть степень увлажненности земли, что в конечном итоге может сказаться на урожайности. Если зима малоснежная, то получается весной влаги мало в земле. Поэтому это может отразиться на урожае следующего года. Но я думаю, это весенний период, наверное, природа наверстает. Все равно среднегодовой уровень осадков должен выпасть. Земледелие в сельском хозяйстве Алданского района не является ведущим направлением. В 2 крупных фермерствах города Томот и села Якакит на корм скоту выращивается овес, рапс и горох. Плодородность почвы повышается комплексом методов. В основном алданские сельскохозяйственники применяют органические удобрения. Удобрения у нас в основном вносятся органические удобрения. Ну и в этом году у нас предприятие Томотское, совхоз «Пятилетка», оно внесло минеральные удобрения за счет тоже средств республиканского бюджета.
За последние 3 года возделаны 337 гектаров пахотных земель. Они также используются для выращивания кормовой базы. Дополнительные посевные площади позволили увеличить объемы заготовок. В этом году вместо запланированных 350 было заготовлено 550 тонн сенажа. Наращивание кормовой базы дает стимул к развитию отрасли. Увеличиваем поголовье племенного и вообще стараемся каждый год минимум на 5%, стараемся на 10% увеличивать постепенно поголовье с увеличением кормовой базы, увеличиваем поголовье. Возделывание земли – дело не только сложное, но и затратное. Финансовую поддержку алданские аграрии получают как из районного, так и из республиканского и федерального бюджетов. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. На территории Мирнинского парка «Живые алмазы Якутии» обнаружили богатые залежи нефти. После 2 публичных слушаний решено перенести парк на территорию, где нет интереса пользователей недр. Подробности в сюжете Марфирины Алексеевой. Природный парк «Живые алмазы Якутии» основан в 2009 году в целях сохранения природных экосистем на территории крупного промышленного города. Это живописное место, охватывающее более 32 тысяч гектар смешанных лесов с общей протяженностью 90 километров. Здесь же находятся охотничьи угодья районного общества охотников и рыболовов, законно занимающимися традиционным природопользованием. В первую очередь смотрит промышленность, потом у нас в стране экология. Мы ничего не можем сделать. И мы просто потеряем целый цикл именно раздела природопользования, как охота, ведение охотничьего хозяйства. Это как бы очень важный момент. Для пропаганды вопросов охраны природы и повышения экологической культуры населения правительство республики приняло решение о создании природного парка республиканского значения. Так в парк были доставлены овцы-быки, бизоны и изюбры. Таким образом, зоопарк, находящийся на территории особо охраняемой зоны парка «Живые алмазы», является единым целым. Животные, которые находятся в зоопарке, они чувствуют себя там, в данной местности, очень надежно и комфортно. Это территория абсолютного покоя, где любая охота, нахождение, кроме инспекторов ОПТ, запрещается. Сейчас же решено перенести парк и зоопарк в 2 разные зоны, на территорию, где нет интереса пользователей недр. Как оказалось, таких территорий в Мирнинском и Ленском районе нет. Все земли принадлежат тем или иным промышленным компаниям. Единственный никому не принадлежавший участок земли как раз-таки и являлся парком «Живые алмазы». Новым местом для зоопарка станет заброшенный поселок Новый. Он со всех сторон окружен инфраструктурой. Ириляхские дражные полигоны, поселок Алмазный, село Орлах, владение совхоза Новый, а на восточной стороне переправа через реку Бутобуя. Чтобы для полувольного содержания нету для таких полей рядом. Вот поэтому все придется всем животным стоять все время круглогодично в загонах. А у нас в парке летнее время животные гуляют в полувольном содержании. И они как бы в среде, как бы в дикой среде находятся. А туда, если переедут, они все время будут стоять в голом загоне и все. Для того, чтобы соорудить новый зоопарк и огражденную территорию, необходимы огромные финансовые средства. Нефтяники готовы взять на себя все расходы по содержанию животных и вложить в строительство нового парка 150 миллионов рублей. 19 декабря пройдет очередное совещание, после которого населению будут известны дальнейшие действия властей. Марфирина Алексеева, Вадим Ларионов, Мирный. Тем временем в Мирнинском районе определили земельные участки под сбор, утилизацию и уничтожение биологических отходов. Объекты утилизации биоотходов ориентировочной площадью в 1000 квадратных метров будут в поселках Светлый, Чернышевский, Айхал и в городе Удачном. Формирование таких земельных участков финансируется за счет государственного бюджета. Точки координат отведенных участков передадут в Республиканский центр технического учета и технической инвентаризации для дальнейшего оформления. В Госдуме прошел специальный показ нового документального фильма кинорежиссера, путешественника, экс-политика Сергея Стржемского «Страсти по мамонту». С подробностями Татьяна Черемкина.
Новый документальный фильм затрагивает острейшие проблемы современного Севера и судьбу уникального ремесла северян – резьбу по мамонтовой кости. Автор фильма, известный кинорежиссер и путешественник Сергей Стржемский, представил картину и подробно рассказал, как и где проходили съемки. Мы снимали о слонах и вышли на тему мамонтов через Гонконг и Китай, увидев, какое количество мамонтовой кости находится там из Якутии прежде всего. Это целый пласт проблемы. И закончив фильм о истреблении слонов ради их нелегального экспорта слоновой кости в Китай, мы занялись темой мамонтовой кости. Работа шла 2 года. Снимали в Китае, Гонконге, Франции, в нескольких регионах России – Москве, Санкт-Петербурге, Якутии, Чукотке, Архангельске и Воронеже. География съемок определялась в основном местами сбора мамонтовой кости в России и расположением центров косторезного искусства. Фильм рассказывает о мамонтовой лихорадке, охватившей в последние годы Якутию и Чукотку, которая оказывает далеко не однозначное влияние на социальный климат в этих регионах. Проблем в этом бизнесе накопилось много, и их надо решать в интересах жителей этих регионов и страны в целом, считают авторы. Наверное, национальная палата мамонтова должна быть создана, но находиться она должна в городе Якутске. И как минимум правило 2 ключей должно работать при организации добычи мамонтовой фауны. Безусловно, ведущую роль должна здесь играть наша республика. Перед создателями фильма стояла задача привлечь внимание зрителей, а главное властей, к тому положению, в котором пребывает сейчас косторезный промысел. Основная, это, мне кажется, задумка в этом фильме – это вопрос переработки этого сырья на территории республики, возрождение традиционных промыслов наших национальных, российских и республиканских. Еще одна сюжетная линия фильма – история создания и закрытия музея мамонтов в Москве. Авторы убеждены, что в России необходимо воссоздать такой музей. Фильм тем более актуален, что в Госдуме готовится законопроект о мамонтовой кости. Я думаю, что этот фильм, который сегодня был показан, он еще своевременно обнажил эти проблемы в регулировании правоотношений с точки зрения именно сбора мамонтовых бивней, учитывая, что у нас даже в законодательстве нигде такого понятия и нет. В сентябре этого года предпремьерный показ этого фильма прошел в Музее Востока в Москве и в рамках выставки «Арктика. Круги жизни», а в ноябре во время Дней российского кино в Праге картина «Страсти по мамонту» вызвала живой интерес у чешского зрителя. Что касается широкого кинозрителя, то он увидит фильм в документальной программе Московского кинофестиваля в следующем 2019 году. Татьяна Черемкина, Михаил Кулаков, Москва. В Москве Владимир Путин вручил ежегодную премию «Доброволец России» отличившемуся волонтеру. Мероприятие приурочено к Международному и Национальному дню волонтера. В этом году организаторы получили более 15 тысяч заявок. Это в 10 раз больше, чем в прошлом году. Участниками стали в том числе 20 лучших добровольцев и руководителей волонтерского движения Якутии. Лауреаты в зависимости от призового места и масштаба проекта получат от 100 тысяч до 1 миллиона рублей на развитие своих программ. Стойте! Ребят, тишина, тишина, тишина! Я кричу. Международный форум добровольцев в Москве продолжает свою работу. Торжественная церемония, я напомню, церемония открытия состоялась в понедельник. Движение добровольцев широко развивается в Якутии. О нерюнгринских активистов расскажет Екатерина Павлова. В Нерюнгринском районе много мест, где сегодня нужен труд добровольцев. Социальные и образовательные учреждения, детские летние лагеря, улицы, скверы, места отдыха нерюнгринцев. Сделать окружающий мир добрее, чище, уютнее во всех смыслах – это и есть та миссия, которую несут в себе неравнодушные нерюнгринцы. «Будь с нами, делай как мы, стань лучше». Под таким девизом с ноября 2012 года в Нерюнгре школьники и взрослые занимаются социально активной деятельностью в рамках социально ориентированной некоммерческой организации «Корпус волонтеров Нерюнгринского района» или «Добровольцы». Среди задач, которые поставили перед собой активисты и учредители – оказание социальной поддержки нуждающимся. Кроме социальной работы, «Корпус волонтеров» занимается подготовкой организаторов волонтерского движения среди школьников и студентов, проводит самостоятельно и принимает участие в районах акциях, содействует развитию добровольчества и благотворительности. Добровольцами руководит неравнодушный человек, известный как в Якутии, так и за ее пределами, Алексей Наумов. Журналист,
Педагог со стажем, активист, посвятивший себя работе с детьми. В прошлом году нерюнгринцы участвовали во Всемирном фестивале молодежи и студентов, который проходил в Сочи. Алексей Наумов и Анастасия Васильева вошли в рейтинг 300 лучших волонтеров мира. А сегодня эти же активные нерюнгринцы находятся в Москве на итоговом форуме «Добровольцы России». В октябре месяце в республике, в Якутске, состоялся отборочный этап Всероссийского конкурса «Добровольцы России», где принимала участие наша нерюнгринская делегация. И вот мой проект по военно-патриотическому квесту «Стратегия Победы» вошел в число финалистов. Вот. Ну, конечно, в число призеров мы не попали, но тем не менее мы были приглашены в составе делегации от Республики Саха-Якутия вместе с Васильевой Анастасией. Квест задуман как долгосрочная игра, направленная на развитие активного досуга. В основу квеста легли хорошо известные игры, такие как «Морской бой», «Веселые старты» и «Мафия». Сейчас проектная группа подростков готовится презентовать отборочный этап квеста «Стратегия. Разведка боем». Проект новый, открытый, все могут стать как участниками, так и организаторами квест-игр. Проект мы будем просто пытаться знакомить с этим проектом уже практически всех волонтеров Российской Федерации, которые там соберутся на этом форуме. Вот. Ну и надеемся, что это даст нам возможность найти партнеров для того, чтобы уже проект представлять на России и давать ему возможность реализоваться не только у нас в районе, в республике, но и с участием других регионов Российской Федерации. Международный форум добровольцев, где собрались более 15 тысяч волонтеров, стартовал в Москве Днем добрых дел. Продолжился деловой программой и сегодня завершит свою работу праздничным концертом, посвященным Национальному дню волонтера, где будут объявлены победители всероссийского конкурса «Доброволец России». Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Телеканал «Якутия-24» следит за развитием событий. Не переключайтесь, оставайтесь с нами и удачи вам!